Зирашимас, я бы не хотел, чтобы данный брифинг прошел вокруг случая, связанного со мной. Давайте мы поговорим в целом о законе, о котором все часто вспоминают в преддверии к выборам, когда идут к власти. Закон равен для всех. Никто несправедливость терпеть не будет. Вот объясните мне, как получается, что когда нарушитель является человеком властным, либо близким к власти, закон в отношении него становится мягким, я бы даже, наверное, сказал, мягкотелым и дружелюбным. И примером тому множество. Только вот из последнего. Человек, будучи под домашним арестом, расстрелял другого человека с крыши высотки. Другой случай, когда человек, будучи в розыске, в лайт-режиме, да, поджигает там автомобили своих конкурентов. Вот когда речь идет, когда дело, вернее, касается людей из оппозиции, из условной там оппозиции, либо просто сторонних людей, закон становится суров и необъективен. И обратно же из последних случаев, когда посадили человека на 8 лет, из которого, где практически из потерпевшего сделали обвиняемого, зная, что прямой вины человека нет. Вот когда нет закона и справедливости, это замещается криминальными элементами, криминальными понятиями, в лучшем случае родовыми. То есть, когда, решая вопросы, одна фамилия идет против другой, вбирая в противостояние все больше и больше круг людей, братьев, племянников, в результате чего мы, как социум, становимся разорванным как общество на многие годы вперед. Вот сама несправедливость, она несет в себе колоссальное накопительное напряжение. И ко времени обязательно вырвется. Когда, снеся все на своем пути, когда говорят о том, что абхазы незаконопослушны, это не так. Для абхазов важно, чтобы законы на всех работали одинаково. И это государственные мужи и властимущие должны понимать. Спасибо из основного. Авадлы эйсердурую, абснаханкара, авадлы ход, вердерот, абсна захана джибаз бетою, шарт вариалтина, абсадгил скчас, абснаханкара захана уззухо вертидзина, а политика ядхалуя, эхтабаси изнопор. Хара дара хуяло. Агругня Хамов, министр и хотала. Аус Шелверго, Макяна Хара, Яхбиха министрца Дрехов Хахбхедзот Макяна. Аус Тапикутип Агругня Хамов. Асип Шико Успа Иха Хакпцбру. Ас Калашамадзум Иха, и Мишинер Блот, Уцу Ехсер Калот. Риба Шмашадзум Ауве. Зуста залоги абснаханткар иконхо, а министр, министр Руспа Якоб Штруб, рыззимги зуста залоги. Ас ипшиго успа акузбиратухо, нас муши избо сара абснаханткар и хабыра Макяна Рабжах Махадзистер яхтысик алазаусыза. Общественная палата Хамоги Рабжах Махадзист. Иха активист, журналист на Хатырспо Шахатарала
Бзурал иха бра экшура хамо битуб дара захашас хот. Бзирыш бат екшо заги, бра ихам та пшану шахайс дарази табуб хашасхот, ломкала табуб хаясфар стахуб а министр, бра дахайс, уйги акраца на кот, избан окзар, асара коалар, ира харем гак, вара так ацара илшот. Уйги сарес аби пара яцкалар стахуб зира, сабас ярдна эйчвера, анки яхам бацаусу. Аха, ихетбиат глаза аща, хахуп шузар. Ихетби хана исты хамхара удзом. Загетурых каму. Сегодня, говоря о криминогенной ситуации, тяжело подбирать слова в части похвалы. Криминогенная ситуация в целом, ситуация провалена. Она провалена, может быть, даже не сегодня. Нужно смотреть природу возникновения такого рода вещей. Политическая конкуренция в нашей стране дошла до абсурда. В чем заключается этот абсурд? Абсурд заключается в том, что политические конкуренты дошли до того, во многом не гнушаясь уже и в сговоре с криминалом, идут во власть. Более того, в сговоре с криминалом выясняют личные отношения, как это было 5 июля 2016 года, когда было совершено нападение на МВД. Я там был нынешний министр, мы видели, кто был там во дворе этой площади, были сторонники Аслана Абжания, были очень много других людей, представителей криминальных кругов, в нетрезвом состоянии. Я сам своими глазами то, что видел, то и говорю. Один из организаторов данного деяния сегодня во главе нашего государства. Он об этом потом позже в Интерсухуме говорил своим сторонникам о том, что я имею отношение. Он как бы этим, наверное, хвастался, что такой момент произошел, что ему удалось, значит, отправить в отставку министра внутренних дел. Что бы он там ни сказал, не вдаваясь в подробности, есть правовое поле. Но нет, ситуация вышла из-под контроля и пришло к тому, что система МВД, вообще в целом правоохранительная система в этот день была унижена. Это бесследно не проходит, уважаемые друзья, потому что со сменой власти у некоторых иллюзия, что меняется все. Вот поменялась власть, в МВД от силы меняется 30 человек, может быть чуть больше или чуть меньше. Все остальные сотрудники на месте. И все они прекрасно помнят то унижение, которое было. Далее. Сегодняшняя власть, будучи в оппозиции, одним из главных своих приоритетов, а вообще как бы, да, флагманом своей предвыборной кампании, это борьба с криминалом, разгулявшийся криминал. Никто не спорит с тем, что криминальная ситуация была раньше плохая, но она не улучшилась. В статистике может быть. Но я не могу прийти, допустим, к родственникам убитого или там кому вот на днях закинули гранату там, во двор, женщины в доме, и сказать, что вы знаете, вот по статистике у нас там раскрываемость выросла. Им просто этого не объяснить, когда среди белого дня со снайперской винтовки стреляют в человека во дворе собственного дома. Это ни по каким обычаям, вообще ни в какие ворота это не лезет. Когда во дворе собственного дома человек находится вне безопасности, объяснения этого нет. Более того, человек, совершивший это преступление, во всяком случае, если говорить в правовом русле, подозреваемый в совершении этого преступления, живет непосредственно напротив здания СКБ и МВД, через забор. Этот человек находился под домашним арестом. Известно, что этот человек в составе группы лиц несколько дней перемещался по городу на украденном автомобиле с ворованными номерами, затонированная полностью, вооруженный до зубов, планируя это преступление. Как получилось так, что человек, который был под домашним арестом, беспрепятственно по нашей столице перемещался и планировал дерзкое преступление? Кто за это должен нести ответственность? Я не хочу
перекладывать, коль сегодня пришел Дмитрий Сергеевич сюда, ответственность непосредственно на него. Но он сюда пришел, я думаю, это позыв такой, что человек, когда с самоотдачей относится к работе своей, он хочет прийти и высказаться. Это нормально. Но в целом ситуация не может никого устраивать. Где обещаны реформы? Мы 5 лет слушали Аслана Бжани о его невероятных реформах, которые будут происходить с первого дня прихода его во власть. Аслан Георгиевич Бжаня будоражил нашу страну 6 лет. Хочу вам напомнить, может кто-то забыл, перекрытие автодорог, штурм МВД, который я упоминал, то троллейбусы там остановили. Что за безобразие творилось в нашей стране, вы это вообще помните? 1,5 года действующая власть работает. Ни одного митинга оппозиция не провела. Ни одного. Единственное, вот здесь ветераны собрались, когда уже просто не могли терпеть, когда один из помощников президента поехал. И то все было в рамках закона. Сегодня многие, я вижу, и в социальных сетях говорят, где оппозиция, вот и так далее, и так далее. Может, действительно надо провести митинг, вывести людей на улицы, чтобы власть услышала нас. Я с самого начала говорил, что эти методы борьбы политической надо оставить в прошлом. Но, к сожалению, глядя на праздно проводящего время нашего президента, у меня складывается ощущение, что вообще человек находится в параллельной вселенной. Абсолютно диссонирует его поведение с тем, что происходит в стране. Ситуация с ковидом. Абсолютно обратная корреляция действий власти и статистики. Президент сам открыто сказал о том, что к осени нас ждет ситуация, выхода из которой, там, во всяком случае, на этом совещании никто не озвучил. Есть некий какой-то план, который супер хорошо проработан и будет представлен в ближайшее время. Только смущает одно, господа, что проработан этот чудесный план теми же людьми, которые принимали решения или разрабатывали решения по легализации майнинга. Мы сегодня задаем вопросы МВД, почему тот или иной преступник, который, допустим, на которого возбуждено, вообще это такое захочешь не придумаешь, возбуждено уголовное дело на человека за незаконное хранение оружия, и этот же самый человек из села Лыхны, где он прописан, попадает на курорт Пицунда, минуя несколько постов ГАИ, опять же с оружием, которое незаконно, насколько я понимаю, он себе, и применяет его в отношении наших туристов. Но мы сегодня задаем вопросы МВД, но, насколько я вижу, очень много ресурсов и сил МВД и вообще правоохранительной системы направлено на то, что по борьбе с майнерами. Вынуждены отвлекать людей и бегать там по крышам, по сараям и так далее, искать этих майнеров. Искать виноватых, если бы мы шли путем прошлой оппозиции, мы, наверное, сегодня уже выходили бы на улицы, говорили там отставка министра внутренних дел, отставка того, отставка сего. Не так давно мы сделали публичное заявление, в котором попросили добровольно уйти в отставку премьер-министра и всех министров, кто разрабатывал решения по майнингу. Чем это обосновано? Тем, что люди, которые совершили грубейшую ошибку, грубейшую, за которую мы все будем платить очень много-много лет, запомните мои слова, тем же людям доверено, решить эту проблему. Такое, в мире такого ты не найдешь примера. Это абсолютно, противоречит здравому смыслу, и нет никакого объяснения. Поэтому люди, которые разрешили деятельность по добыче криптовалют, они должны быть наказаны. И вообще у нас правоохранительная система состоит не только из МВД, еще есть СГБ, прокуратура, суды. Вот по судьям, например. Я удивляюсь, как человек может носить мантию после того, как он осознанно знает, что он выпустил убийцу. И этот убийца совершил еще одно убийство.
Как он спокойно может спать? Как? Найдя повод о том, что есть в законодательстве некие какие-то там изъяны, по которым сторона защиты нашла возможность его как бы там выпустить. Так, дорогие мои, у нас и прокуратура является субъектом законодательной инициативы. Исключайте эти изъяны. Если судья вынужден под давлением защиты, под давлением кого-то там сверхъестественно принимать это решение, выйди к людям, собери пресс-конференцию, скажи, я категорически не согласен, это несправедливо, я слагаю в себя полномочия. Народ бы понял. Этого нет. Кто в этом виноват? Я думаю, что виноваты в первую очередь политики, которые потеряли вообще все ориентиры. Политиканы, которые в борьбе между собой уже абсолютно ничем не гнушатся. Я не зря сказал о том, что сговор с криминалом ради того, что прийти во власть. Все прекрасно понимают, о чем я говорю. И кому это адресовано, они тоже это знают. Но хочу напомнить, что такого рода сговоры никогда в истории человечества ни одной страны хорошим не заканчивались. Ни для них, ни для других. У каждого должно быть свое место. Если какой-то гражданин Абхазии посчитал возможным прийти в многоквартирный дом, во дворе которого стоит машина его там конкурента или кого, я не знаю, кто был озвучен, поджечь ее, эта машина могла взорваться, там люди еще другие живут. То есть то, что человек вообще в голову себе такое вложил, и спокойно это сделал и ушел, это уже говорит о том, что у нас общество нездоровое. Что таким образом можно решать вопрос. Откуда это происходит? Опять же, из лидеров криминального мира. Престижно так решать вопросы. Молодые мальчики на новом районе, выясняя отношения, заканчивают перестрелкой. Почему? Потому что это престижно. О нем говорят, он сделал поступок, видите. Понимаете? Вот в каком обществе мы с вами живем. Пока некоторые политиканы набивают себе карманы, наша молодежь полностью дезориентирована. Посмотрите в глаза наших ребятишек. Нужна системная, методичная работа. Реформа правоохранительных органов, которая была заявлена еще, если я не ошибаюсь, в 2017 году господином Бжани, уже 1,5 года она где-то в воздухе о ней говорят, но она была поручена секретарю Совета Безопасности, но пока мы только о ней слышим. Речь идет не только о МВД. Еще раз говорю, нужно усилить ответственность судейского корпуса. Я благодарю, что вы приняли мое предложение, чтобы я пришел. Значит, я отвечу по порядку, правильно, на вопросы, поставленные передо мной. Начну с вопроса по поводу поджога машины экс-вице-президента Виталия Викторовича. В данный момент человек, который поджег данную автомашину, задержан, дает признательные показания. Это Дмитрий Аргун. Находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление. И оно раскрыто. Могу заявить об этом официально. И он понесет заслуженное наказание. Это по поводу первого вопроса, за что мы здесь собрались сегодня, в принципе, как я понял. Второй вопрос тут возник по поводу Пиля, который находился под домашним арестом. Да, он находился под домашним арестом, и его дом на самом деле находится напротив здания МВД и СГБ. Но в санкции суда сказано, что он в определенное время суток имеет право выходить на улицу. Это раз. Второе, мы уже послали законопроект о том, что мы не можем обеспечивать, и не раз об этом я тоже говорил, людей, которые находятся под домашним арестом, потому что мы не располагаем такими техническими функциями, то есть нет у нас браслетов. Недавно на совещании с главой государства мы этот вопрос обсуждали, и нас профинансируют в этом смысле в полном объеме. А пока временно мы хотим выйти, и уже вышли законодательные инициативы в парламент, о том, чтобы приостановить данную статью. Это касаемо Батала Пиля. Касаемо убийства, про которое вы говорили,
Естественно, что данное убийство находится на особом контроле у главы государства. Позавчера у нас было по этому поводу совещание, и ряд совещаний до этого было. Почему они не были публичны, я тоже объясню. Потому что нами была доложена оперативная информация, которая является в данный момент секретной. Да, как вы сказали, очень многие граждане обсуждают о каких-то якобы преступниках, которые совершили данное преступление. Но мы, как силовики, не можем данным руководствоваться. Мы это берем на заметку. Мы должны полный объем доказательств добыть в отношении данных лиц, а потом приступить к задержанию их. Я с вами совершенно согласен и объясню, почему мы не задерживаем их. Чтобы мы данное преступление на человека не повесили, и чтобы он потом не вышел на свободу и не остался незаслуженно с таким клеймом на свободе. Потому что может быть и кровная месть, и ряд других причин. Эти люди были приглашены не на профилактическую беседу, эти люди приглашены были на допрос в здание прокуратуры, их допросили. В данный момент идут сейчас поручения о проведении ряда экспертиз. МВД, СГБ и Генеральная прокуратура регулярно проводит по этому поводу совещания. Недавно даже была, по-моему, прокуратура говорила о том, что мы совещались по этому поводу. Я думаю, что данное преступление, оно будет раскрыто, но забегать вперед мы не можем, потому что, к сожалению, Министерство внутренних дел только сейчас начинает оснащаться материально-техническим обеспечением, и в данный момент мы работаем дедовским способом, как говорится. А преступники намного технически подкованнее, чем мы. Ну, этот вопрос уже решен. Больше чем на 100 миллионов закуплены и автотранспортные средства, и повышение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел. То есть этот вопрос решается планомерно. И еще раз повторяю, что на особом контроле президента все резонансные дела. Второй вопрос, еще здесь вопрос прозвучал про реформы. Вы задали этот вопрос. Предложения по реформам, они окончены были неделю назад. Уже представлены президенту на осмотрение и одобрение данных реформ и в Кабинет министров о полном реформировании Министерства внутренних дел. То есть мы закончили данную процедуру, это я говорю в частности только про МВД сейчас. Я могу только за свое ведомство говорить, про МВД. И скоро это будет достоянием общественности, какие реформы будут в Министерстве внутренних дел. По поводу гранаты брошенной, то, что вы сказали, во двор. Заявления категорически отказались писать потерпевшие. У нас есть уже круг лиц, которых мы подозреваем. Скоро они будут объявлены в розыск, потому что мы знаем, что они находятся уже на территории Российской Федерации. То есть лица нам уже известны. Мы постараемся возбудить данное уголовное дело по факту. Но чуть-чуть тяжело, потому что там произошел взрыв, на самом деле, пострадавших нет, никого нет, да и слава Богу. По факту нам легко возбудить уголовное дело только тогда, когда есть пострадавшие и все остальные. Но мы постараемся это сделать, и данные лица будут объявлены в розыск. Мы занимаемся данным делом. По поводу, вы говорили, то, что было заявлено, сокращение штатов и всего остального. Министерство внутренних дел уже сократило штаты с 2500 человек до 1763 человека, то есть произведена реформа. Да. Зарплата у нас именно штатное расписание подписано именно такое, уже несколько месяцев. Я могу эти документы предоставить, они в доступе есть. Одобрено президентом, штат мы сократили. Мы исходили на душу населения сотрудников милиции. У нас один из самых высоких в мире, кстати, если Да. взять. 743 на 100 тысяч населения. Мы сократили штат. По поводу Пиля, который совершил преступление в пансионате Самшитовая роща. Да, он задерживался 17 мая с пистолетом в городе Сухум. Ему была мера пресечения принята, подписка о невыезде, потому что данная статья, она не является тяжким преступлением. Сейчас уже законопроект, как несколько дней, отправлен в Кабинет министров и секретариат Совбеза об ужесточении закона, и скоро он будет находиться в парламенте. Этот человек находится под стражей, понесет заслуженное наказание.
По поводу того, что сотрудники милиции не находились в Самшитовой роще, я тоже скажу. У них есть своя служба безопасности, это закрытая территория. Нет, я это для общественности говорю, это я не отвечаю. У них закрытая территория. Видно по видеокамерам, как в 22:00 патрульная машина заезжает, спрашивает, есть, как говорится, клиенты милиции там или нету, есть дебоширы или еще кто-то, на что им было сказано, что нету. И до 12 ночи в Пицундах и в Гаграх в тот день проводились рейдовые мероприятия с участием Управления госавтоинспекции, оперативных служб уголовного розыска и УКОН и СОБРа. Если поступил бы данный сигнал, он был бы отработан. Вчера начальник милиции города Гагры собрал всех руководителей служб безопасности пансионатов закрытых, которые имеют свои территории. Они договорились о том, что будут осуществлять совместное патрулирование, даже внутри территории. Это я рапортую о том, что было проделано. По поводу воров в законе, что вы упомянули здесь. Я хочу напомнить, это я не оппонирую ни в коем случае, я привожу примеры, на том, что воры в законе по мере той возможности, которую располагает Министерство внутренних дел, регулярно доставляются в Министерство внутренних дел. Если мы видим данное перемещение или они находятся в общественных местах, это пресекается Министерством внутренних дел. Я последний раз помню, что 2 месяца назад так называемый вор в законе сидел в ресторане «Леон», после чего он был сразу задержан и водворен в ВВС города Сухум. Мы реагируем на это сразу. И никакие воры в законе у нас не делают сходки перед администрацией президента, не гуляют по набережной и не сидят в ресторанах. Мы реагируем это насколько возможно. Они все являются инвалидами, потому что, к чему я это говорю? Сейчас я скажу, к чему я это говорю. Они все являются инвалидами. И мы не можем их привлечь к административной ответственности на 15 суток или убрать с улиц таким образом. Мы можем их задержать на определенное время, и потом мы, естественно, их отпускаем, но держим под контролем в местах их проживания регулярно. Следующий вопрос по наркомании. Я совершенно с вами согласен, что у нас очень много молодых ребят, которые употребляют наркотические средства. И, к сожалению, сейчас уже стала тенденция в определенные годы, что и женский пол у нас стал употреблять наркотические средства. Да, но впервые, я могу вам сказать, за послевоенное время Министерство внутренних дел поймало крупную партию наркотических средств, которая ранее никогда не ловилась. И поймали непосредственно человека, который является наркоторговцем, второго человека, который привозил, и третьего человека, который непосредственно делал закладки. Это пример, который впервые за послевоенное время. Второй пример могу привести. Вы помните, что очень много лет говорят всегда о вывозе так называемого каннабиса, марихуаны, с территории Республики Абхазия на территорию Российской Федерации с последующим сбытом его. Данный наркотрафик был пресечен, лица задержаны, в особо крупном размере найдены наркотические вещества, которые вывозились путем спрятывания в автотранспортном средстве. Все, кто продавал, сбывал и перевозил, лица задержаны. Это тоже впервые, что произошло. Это по поводу борьбы с наркоманией. Следующее. По поводу майнингов, задействования, вы вот сказали, Министерство внутренних дел. Да, мы занимаемся выявлением, у нас есть четкое поручение президента незаконной добычи криптовалюты. В этом задействован УБЭП, в первую очередь, который должен осуществлять данные функции. Мы не несем никакие потери. Да, есть неудобства, личный состав мы задействуем на местах, приходится это делать, но мы считаем, что угроза остаться без электроэнергии – это безопасность нашей страны. Все, что делает Министерство внутренних дел по выявлению незаконной криптовалюты, все мы сразу вывешиваем на сайте Министерства внутренних дел. Оно доступно, там мы вывешиваем видео в полном объеме. Зачастую это из 100% 99%, куда мы не приходим. Сами хозяева, которых мы подозреваем, договариваются с лицами, которых они держат как наемных работников, там как охрану, и которые берут на себя. А по поводу чиновников, кого я говорил,
Речь шла о том, что РЭСовцы, непосредственно, которые работают в Черноморэнерго, помогают данным лицам подключаться. В отношении них мы не раз административное наказание не понесли, и вплоть до увольнения с работы. В отношении вас, как и в отношении остальных чиновников, я вижу периодически, что вы обмениваетесь друг другом мнениями. У нас в Министерстве внутренних дел мы не располагаем информацией. Если было бы, я озвучил бы это открыто. Разрешите продолжить. Хочу прийти к статистическим данным за проделанную работу Министерства внутренних дел, раз мы обсуждаем правоохранительную систему и криминогенную обстановку. Я перейду в периоды, когда я не работал, это с 2014 года по 2020 год, и когда я работал. Буду проводить аналогию. Значит, с 2014 года по 2020 год было убийств и покушение на убийство 128. Похищение граждан 31. Грабежи 248. Могу на разбивку. Убийство с покушением 128, что я говорил, раскрыто 85. Похищение граждан было 31, раскрыто 12. Грабежи были 248, раскрыто 127. Разбои были 220, раскрыто 61. Итого 627 на 285 раскрытых преступлений. За аналогичный период моей работы. Виды преступления я сейчас буду говорить за 5 месяцев 2021 года сначала начну. Убийство с покушением было 7, раскрыто 5. Тяжкие телесные повреждения были 3, раскрыто 3. Похищение граждан было 2, раскрыто 2. Мошенничество было 1, раскрыто 1. Поджоги 1, раскрыто 1. Разбои 2, раскрыто 1. Угоны 3, раскрыто 2. Ну и мелкие уже идут потом в ряд преступлений, которые я предоставлю статистику официально, если кому-то интересно. По поводу ДТП на дорогах, о котором мы всегда любим говорить и обсуждать. Хочу вот тоже вкратце зачитать. С мая 2020 года по май 2021 год в Республике Абхазия зарегистрировано 195 ДТП, в результате которых погибло 47 человек и получено ранение 279 человек. В аналогичный период 2019 год-2020 год зарегистрировано 218 ДТП, в которых погибло 67 человек и ранено 359 человек. За 5 месяцев 2020 года ДТП сократилось на 19%, пострадавших на 20% и погибших граждан ДТП сократилось на 53%. Эту статистику не скроешь, она всем известна. Я по кражам не говорю, можно говорить, что мы скрываем, не скрываем. Эту статистику мы можем подтвердить и в Минздраве тоже.